Таджикистану и Узбекистану тоже угрожает опасность землетрясения, но смогут ли выстоять наши города? Подписывайтесь на обновление, и точно будете в курсе всего самого важного. В прошлом столетии землетрясения меняли облик крупнейших городов Центральной Азии до неузнаваемости. Однако за последние несколько десятилетий мощных толчков в этом регионе не наблюдалось. Сильное землетрясение в Турции, где проживают сотни тысяч граждан 5 центральноазиатских стран, добавили остроты вопросам массового строительства в больших городах. Жанел Такоева мирно спала в своей квартире в турецком городе Кахраман-Мараше, когда и пушистая белая кошка вдруг начала истошно мяукать. Было чуть больше 4 часов утра 6 февраля, и кыргызстанка еще не чувствовала первых толчков землетрясения, которое вскоре катастрофически разрушит регионы Турции и Сирии и унесет десятки тысяч жизней. Но она доверилась шестому чувству обезумевшего животного. Такоева подхватила животное и выбежала на улицу, на ходу стуча в двери соседей. Земля началась трястись, как только она вышла из здания. Мы не знали, куда идти, и до обеда ходили по улице. Лил дождь. «Пойдем туда, там падает дом. Пойдем сюда, и здесь рушится жилище», рассказала она корреспондентам. В интервью с гидроэлектростанцией на окраине, где укрылись выжившие после землетрясения магнитудой 7,8 балла, люди находились там, не имея достаточных запасов еды. Пока мы ходили, произошло второе землетрясение, но оно было по ощущениям самым сильным. Невозможно было устоять на ногах. Здания, уцелевшие после первых подземных толчков, упали, вспоминает Такоева. В Центральной Азии после таких сообщений, подобных рассказу Такоевой и шокирующих фото детей, мертвых и живых, которых вытаскивают из-под завалов, начали сбор пожертвований, особенно для Турции, куда все 5 правительств региона направили поисково-спасательные отряды. Однако снимки также вызвали дискуссии о том, как города Центральной Азии, находящиеся в сейсмически активных зонах, смогут пережить подобную стихию. Речь идет, например, об Алма-Аты, крупнейшем городе Казахстана, Ташкенте и Ашхабаде, в столицах Узбекистана и Туркменистана, которые уже страдали от сильных землетрясений в прошлом веке. В Оше, столице Бишкека, в последние годы, как грибы после дождя, строятся многоэтажные дома, отмечает Медер Алиев. Кыргызский депутат подразумевает 2 самых крупных города страны. Они были построены и там, где положено, и там, где не положено, добавляет он. Каково их качество? Отвечают ли они требованиям безопасности? Если будет землетрясение, сколько баллов по шкале Рихтера они смогут выдержать? Нам надо срочно исследовать это. В 1948 году в Ашхабаде случилось землетрясение магнитудой 7,3 балла, которое унесло, по-видимому, десятки тысяч жизней. Среди погибших была мать первого постсоветского президента Туркменистана Сапармурата Ниязова. Точное число жертв сейчас узнать невозможно из-за тотальной цензуры, царившей в СССР. Землетрясение 1996 года в Ташкенте было гораздо менее смертоносным, но все же сравняло с землей целые районы самого густонаселенного города региона. В 1911 году, после 2 других мощных землетрясений, которые потрясли Центральную Азию в конце XIX века, Алматы, который тогда назывался Верным, и где проживало менее 1/10 его нынешнего, почти 2-миллионного населения, был почти полностью разрушен сильными толчками, эпицентр которых находился на территории современного Кыргызстана. С момента обретения независимости в 1991 году страны Центральной Азии переживали менее сильные толчки, хотя землетрясение магнитудой 6,6 балла в 2008 году с эпицентром на границе Китая, Кыргызстана и Таджикистана разрушило кыргызское село Нура. Погибло более 70 человек. В эти дни после землетрясения в Сирии и Турции в прессе регулярно цитируют экспертов государственных сейсмологических институтов стран Центральной Азии. Они неизменно повторяют одно и то же. Здания должны строиться так, чтобы выдержать землетрясение силой до 9 баллов. В Алматы на возвышенностях стандарты составляют 10 баллов. Но уже давно существуют опасения, что эти правила не соблюдаются, так как соблюдались в советское время, когда в сейсмоактивных регионах, как правило, строили здания по утвержденным типовым проектам. Рустам Мукимов, архитектор из Душанбе, рассказал, что в советскую эпоху новые модели жилья тестировались на специальном полигоне за городом. Они проверяли стены и крышу здания при помощи специальных инструментов. Была проверка. Сейчас такие проверки не проводят. Я думаю, на это просто нет денег, сказал он. Еще большую обеспокоенность вызывает строительный бум в крупных городах.
Например, после революции 2010 года в Кыргызстане и с 2016 года в Узбекистане, когда к власти пришел Шавкат Мирзиёев. Через 2 дня после землетрясения в Турции и Сирии Мирзиёев распорядился заморозить строительство в Ташкенте. В его официальном заявлении говорилось лишь о необходимости дождаться нового генплана города. О катаклизмах на Ближнем Востоке не было сказано ни слова. Накануне заместитель министра строительства страны стал объектом критики в обществе после того, как заявил, что правительство не несет полной ответственности за обеспечение безопасности зданий. За строительство объекта отвечает его собственник, который строит здание, сказал заместитель министра Давранжон Адилов. Адилов также заявил, что может гарантировать контроль и стандарты государства, но не может дать гарантию за человеческую ошибку. Мэр Ташкента Джахангир Артыкхаджаев, курирующий большую часть недавнего строительного бума в городе, был в январе уволен Мирзиёевым в связи с длительными отключениями электроэнергии в столице во время самой холодной зимы в Узбекистане за многие годы. Сообщения о том, что он был задержан при попытке покинуть страну вместе с семьей, не подтвердились. Если бы от землетрясения пострадала не Турция, а какая-то другая страна, обсуждения, возможно, не носили бы столь острый характер. Сотни тысяч выходцев из Центральной Азии живут и работают в Турции, что делает его вторым по величине направлением трудовой миграции после России. Известно, что по меньшей мере 1 гражданка Узбекистана и 2 гражданина Казахстана погибли, другие числятся пропавшими без вести. В интервью туркменской редакции туркменка Мирьемгуль Баймырадова призвала правительство своей страны искать информацию о состоянии туркмен, содержащихся в центрах депортации мигрантов в Адане и Малатье, 2 турецких провинциях, которые наряду с эпицентром Кахраман-Марашем наиболее сильно пострадали от колоссальных разрушений. «Позаботьтесь о своих гражданах», потребовала Баймырадова от своего правительства. Издание Turkmen News, базирующееся в Европе, сообщило о смерти 4 туркмен и возврате их тел на родину туркменским правительством. По словам чиновников, за последние дни в Турцию прибыли десятки спасателей и тонны гуманитарной помощи из 5 стран Центральной Азии. Помимо помощи на государственном уровне массово идут сборы помощи на общественных началах. Однако у многих жителей Центральной Азии образ страны, ввергнутой в хаос и полагающейся на гуманитарную помощь, по крайней мере, 70 государств, вызывает диссонанс. Особенно это касается тех, кто рассматривает Турцию как сильного торгового партнера и важного иностранного инвестора, активно присутствующего в строительном секторе. Заместитель директора Института сейсмологии МЧС Казахстана Нурсарсен Узбеков сказал, что специфика восточно-анатолийского разлома делает катастрофическое землетрясение более вероятным на юго-востоке Турции, чем в Казахстане. Эксперт также выразил уверенность в том, что в богатейшем городе Центральной Азии Алматы в настоящее время разрабатываются системы раннего предупреждения и строго соблюдаются строительные нормы. «Я не могу комментировать, соблюдались ли строительные нормы в Турции. Нам это неизвестно», — сказал Узбеков. Но если бы здесь произошло гигантское землетрясение, подобное землетрясениям конца XIX века, не дай бог, я думаю, что мы в первую очередь бы обратились бы к своим собственным ресурсам, чтобы справиться с этим. Что вы думаете по всему этому поводу и обсуждениях экспертов с разных стран Центральной Азии? И как вы думаете, у нас соблюдаются все строительные нормы или о них уже давно забыли? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.